6 сентября премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода в Душанбе ознакомился с возможностями мобильных клиник. Премьер-министр ознакомился с возможностями мобильных больниц, которые являются крупногабаритными транспортными средствами, где расположены необходимые кабинеты, в том числе по диагностике глазных, сердечных, акушерских болезней, лаборатории по ультразвуковой диагностике, компьютерной томографии, диагностике молочной железы, цифровой рентген, мини-эндоскопия, послеоперационные помещения, рабочие места врачей, столовая и другие вспомогательные кабинеты. В целом количество автомобилей составляет 27 единиц, и доставлены они с учетом регионов Таджикистана. Нужно подчеркнуть, что 27 октября 2014 года между Республикой Таджикистан и Исламским банком развития было подписано соглашение о реализации грантового финансирования на приобретение и эксплуатацию мобильных клиник в сельской местности страны. Программой также предусмотрена доставка пациентов из отдаленных сел республики до мобильных клиник и оказание медицинских услуг специализированным вспомогательным транспортом для мобильных поликлиник. Для своевременной диагностики и лечения населения страны точка в Душанбе будет направлена в столицу. Города и районы республиканского подчинения, другие мобильные клиники в Бадахшанской, Хатлонской и Сагдийской областях. Наличие современного отраслевого оборудования и помещений, необходимых условий и высококвалифицированных специалистов позволит жителям получать своевременную диагностику и лечение, а также восстанавливать свое здоровье по месту жительства без чрезмерных затрат с экономией времени. Сфера медицины является неотъемлемой частью каждого государства. За последние годы в стране построено более 1300 новых медицинских учреждений. Подготовлено около 25 тысяч специалистов с высшим образованием и 147 тысяч медицинских работников среднего звена, 68% от общего числа сотрудников, которые составляют женщины. Независимость нашего государства является самым священным и дорогим благом, символом счастья и идентичности нации, патриотической чести, конечно же, славы. 30 лет назад наш народ обрел государственную независимость и приступил к возведению своего национального государства. Начало независимости, первые шаги на пути строительства независимого таджикского государства пришлись на очень сложный период в истории нашего народа. Сегодня, благодаря установлению мира и спокойствия, обеспечению политической стабильности и укреплению национального единства, мы осуществили конституционную реформу, отрегулировали деятельность всех ветвей власти и создали двухпалатный парламент, что в политической и правовой атмосфере Таджикистана считается новым явлением. Каждый просвещенный гражданин страны должен глубоко осознать, насколько важны независимость и свобода, национальное государство, мир и спокойствие, политическая стабильность и национальное единство, и носить свой патриотический вклад в дело укрепления и развития системы демократической, правовой и светской государственности, принятую по желанию и воле народа Таджикистана. Мы все, общество страны, должны сплоченно и с чувством высокого патриотизма трудиться и прилагать усилия для обеспечения достойной жизни каждой семьи в нашем любимом Таджикистане. Наряду с этим мы все должны усилить и расширить созидательные работы по достойной встрече нашего великого национального праздника – 30-летия государственной независимости, решать проблемы и устранить недостатки в нашей жизни, еще больше благоустроить нашу родину и стремиться к тому, чтобы наш любимый Таджикистан шагал вровень с развитым мировым сообществом. Наравне с другими городами и районами страны активные жители города Рагун также вносят свой весомый вклад в процветание нашей любимой родины. Путем совместных усилий активно продолжается строительно-монтажные работы в ряде объектов различного назначения. В данном контексте в центре города было соорудировано и сдано в эксплуатацию культурно-развлекательный сквер для отдыха горожан и гостей. Кроме того, здесь уделяется особое внимание сектору науки и образования. За последние годы в селениях города были соорудированы и сданы в эксплуатацию множество объектов образовательного уровня. Для большего охвата образовательного процесса также сооружаются дополнительные классы комнаты. Дорожная сфера является главным атрибутом современной инфраструктуры, и для ее развития предпринимаются ответственные меры.
В преддверии празднования юбилейной даты 30-й годовщины Дня государственной независимости страны в городе Турсун-Зады были сданы ряд современных объектов различной принадлежности. В данном контексте при поддержке местных предпринимателей в городе была сдана в эксплуатацию департамент статистического агентства при президенте Республики Таджикистан. Новое здание состоит из двухэтажного здания, в котором созданы все необходимые условия для работы. Другим юбилейным объектом является современное здание Центра продовольственной безопасности, которое было сдано в эксплуатацию накануне общенационального празднования. Здание состоит из 2 этажей. Все рабочие кабинеты оснащены новыми передовыми технологиями, что так необходимо в процессе работы с продовольственной безопасностью. В рамках плана мероприятий во 2 и 4 махалях центра города Турсун-Заде также были сданы в эксплуатацию 2 современных многоэтажных жилых комплекса. Оба многоэтажных здания были соорудированы в рамках генерального плана градостроительства города. В городе Пинджикен Сагдийской области для достойной встречи общенациональных празднований сооружается и сдается в эксплуатацию ряд новых объектов. Пинджикен считается одним из достопримечательностей нашей страны. Город, как старинный аргумент древней цивилизации, ежегодно привлекает сотни иностранных туристов на своей территории. Наряду со строительством различных объектов социального назначения здесь также особо уделяется внимание развитию сектора туризма. В данном контексте в центре города для создания уютной атмосферной среды была сдана в эксплуатацию Центр быстрого питания в формате национальных орнаментов. Данный культурный объект создан в рамках объявления 2019-2021 годов годами развития села, туризма и народного промысла местными предпринимателями. Сегодня туризм является одним из главных видов деятельности для трудоустройства населения, повышения уровня жизни народа, улучшения транспортной и коммуникационной инфраструктуры, увеличению объемов строительства и торговли, олицетворения истории и культуры, красоты флоры и фауны, также народные традиции нашей любимой страны. Район Хамадуни является одним из преимущественно аграрных районов страны, которое формирует основу для экономического развития населения. Данный район имеет замечательные производственные показатели, особенно в хлопковом и других сельскохозяйственных секторах. По словам тружеников района, для развития сектора часть пахотных земель предназначена именно для сева хлопка-сырца. Сегодня во всех хозяйствующих субъектах стартовал сбор и прием хлопковой продукции. Хлопок – один из важнейших технических культур, продукция, которая является сырьем для различных отраслей промышленности – текстильной, химической и пищевой. После сбора сырья взвешивают и отправляют на переработку. На заводе хлопок собирается в стога. Он проходит двойную очистку и спрессовывается в отдельные брикеты. Из семян делает масло. Нужно отметить, что на хлопковых полях республики трудится множество людей. В будущем году площадь посевов планируется увеличить, отмечают хлопкоробы. Ведь эта сельхозкультура считается одним из главных богатств нашей солнечной страны. В честь 30-летия государственной независимости в парке Боги-Ирам состоялся праздник винограда, тыквы, дыни и арбуза. Целью проведения праздника прежде всего являлось обеспечение жителей, гостей столицы отечественной продукции, содействие производству сельскохозяйственной продукции, презентация плодов труда дихкан, возрождение традиции выращивания винограда, тыквы, дыни, арбуза и использование опыта дихкан во всех регионах Таджикистана. Организация выставки продажи тыкв, винограда, дыни, арбуза еще больше стимулировала земледельцев. Это хорошая возможность для дальнейшего улучшения выращивания бахчевых в стране. Организация выставок продаж сельскохозяйственной продукции способствует увеличению продукции на рынках страны и вносит заметный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. На данной выставке продажи земледельцы Сагдийской и Хатлонской областей, районов республиканского подчинения, в том числе района Рудаки, городов Гисар и Турсун-Заде, на выставку и продажу выставили различные сорта виды тыквы, винограда, дыни и арбузов и изготовленной из них продукции. Также были организованы уголки рекомендаций, где ученые сельскохозяйственной сферы давали советы и рекомендации дихканам по выращиванию тыкв, винограда, дыни, арбузов, а также по изготовлению из бахчевых варенья, сушки и заготовки продукции.